Ты не боишься заходить вот в эту воду? Не знаю. Красное прям. Какая-то красная или розовая? Говорят, что розовое озеро. Розовое. Оно не красное, розовое, да. Смотри, но здесь гораздо приятнее заходить в воду, чем Теплое, вот в это море Средиземное. Какое Адриатическое там в Черногории. Видишь, здесь Вода камушки тепленькая. маленькие, Да. небольшие. Мне тут тяжело заходить. Там тяжело, здесь легче. Ну, здесь легче, да, но все равно. Ой, А запах какой-то чувствуется от озера, не? какой-то есть запах. Не пойму, чем пахнет. Но вот там, где греют, мне кажется, там прям вот касторка, масло, какой-то жир. И тут какой-то запах. Ну да, это же все-таки термальные источники, что-то там, видимо, мега полезное. Ой, ну что, садимся? Слушай, ну если эти люди несколько часов и все это такие счастливые, значит, что-то это. Давай чуть Ты сюда. хочешь уже садиться? От людей я села. Да, ну смотри, чтобы это, да. Ой, О. Ну, прохладненько, но не такое холодное озеро, да. не, вода теплая. Вода теплая. Тем более, если замерзаешь, ты можешь туда сразу же в баньку пойти. В баньку пойти погреться. О, Да. Смотри, сначала, получается, заходишь, можно на машине приехать, а можно также на велосипеде, как ты ехала из Староморавицы. Почему ты смеешься? Люди приезжают, снимают какое-то жилье на 2-3 дня. И чтобы не арендовать машину или не на своей гонять, можно на велике приехать. Либо, я не знаю, пешком прийти можно, в принципе. Из Старой Моравицы можно прийти минут за 30. Здесь что-то еще рядом на границе. Баймок. И Пачир сам по себе это большая деревня. Здесь около 6 тысяч людей живет. То есть тут, в принципе, можно найти какую-то кибитку, комнату, отели. Есть мини-отели на Airbnb, на букинге можно что-то снять и приходить сюда каждый день. Как вариант разбавлять тем бассейном, который есть в Старой Моравице. Ну смотри, давай сначала. То есть получается, мы сюда пришли, на велосипеде пригнали. Есть место для велосипедов. То есть есть где припарковаться. для велосипеда, для машины место есть. Для машины бесплатная парковка. Бесплатно. Где это видно, да, сейчас, чтобы была бесплатная парковка. Места полно. Единственное, что вот мне не нравится, конечно, этот ресторан не открыт в этом году. Летом я заметил, что он ни разу не открывался. В том году была там потрясающая кухня, недорого, там можно было пообедать, позавтракать. Но это не страшно, потому что здесь на месте, возле озера, целый ресторан, Там и там тоже готовят есть что-то, гриль, да, курица, там есть пицца, напитки, закуски. В общем, голодными не останетесь. Ну и самое главное, что самое важное, сюда можно принести все с собой. То есть не обязательно, да, вот это как куда-то идешь, допустим, там скрывать что-то, спрятать, тебя никто не будет бутылки вытаскивать с холодной водой на входе. Ты можешь принести с собой пол-холодильника, в общем. Что здесь еще? 500 динар мы заплатили, да, динаров. Ты заплатила 500 динаров? За одного. За одного, то есть, получается, за двоих 1000 динаров. Я не знаю, есть ли какая-то скидка у пенсионеров, у местных. Может быть, она есть, я не знаю. Не знаю, честно. Ну вот ты зашла, там, в принципе, никакой очереди, ничего не было. Там никто не стоял, то есть зашла просто. Потом что, мы прошли там душевые какие-то, переодевальные комнаты, да? Очень много зонтиков, они не открыты сегодня, потому что сегодня как-то чуть-чуть прохладно, а завтра уже опять потепление начнется. Будет 30-31, сейчас 24 сегодня. Ну, что, да. август 20... Какой сегодня? 22 или 23 августа? В общем, август. И что Я в самое... отпуске, поэтому не знаю. Да, но что самое удивительное, то что здесь очень много шезлонгов свободных, и ты, получается, можешь где угодно бахнуться, бросить свою сумку и идти просто купаться в розовом озере. Сидеть в озере. Да, здесь, наверняка много людей, когда вот прям сильно жарко, за 30. Но лучше, наверное, идти сюда в будний день. Местные Народу сюда поменьше. приходят на час, на 2, на 3. Ну, а люди приезжают из Венгрии, из Хорватии, из Румынии. Я сейчас заметил как раз машины вот эти вот. И из Боснии, из Черногории, из Болгарии, из Германии, из Дании и соседних всех этих республик, стран. Посмотрите на эти номера. Что здесь такого, конечно... Ну, во-первых, это недорого, мне кажется. Что это такое? $5. Это меньше, чем... Это 4 евро. Получается, ты целый день с 10 до 8 вечера ты можешь отдыхать, наслаждаться погодой, свежим воздухом. Получается, душ у тебя есть, туалет у тебя есть, шезлонг у тебя входит в стоимость.
Что у тебя? Термальная баня. Баня, да, шикарная. Там и для детей есть отдельная зона, и для людей, которые не хотят быстро там передвигаться. Там очень много этих, что там, лавочек, столов. Ты можешь даже сесть покурить. Надо выйти из этого помещения. Тебя никто не будет трогать, никто не будет выгонять оттуда. Я думаю, что здесь несколько сотен человек спокойно разместятся. Если придет компания, человек 20-30, здесь можно спокойно провести день рождения, пикник и просто выходные. Здесь много чего можно организовать. Плюс, если вы свое не принесете, то там обязательно приготовят. И самое удивительное, что здесь и дети, и люди среднего возраста, и пенсионеры. Смотри, все ходят спокойно, свободно, нет вот этой вот суеты. Можно прийти спокойно, безопасно, чувствовать себя здесь на месте. Конечно, мне кажется, все-таки сюда приходят люди больше ценители здоровья и люди, которые пытаются найти вот какое-то такое место, где зарядиться от природы, наверное, от каких-то таких источников, термальных источников. Поправить здоровье. Поправить здоровье, да. Так что здесь не просто ты как бы пытаешься спастись от жары, но еще и, конечно, подлечиться и, да, набраться энергии природы. А у тебя какое общее впечатление вот так вот здесь? Безопасно, нормально? Что ты думаешь по этому всему? Нет, Пришла бы ты сюда один раз, два, три раза? Или, может, вообще не надо приходить? Буду приходить. По возможности буду приходить. А ты Мне думаешь... понравилось. Ты думаешь, стоит сюда приходить, вот возвращаться? Вот сегодня попробую, как я оживлюсь. Здоровье прибавится. Давай сравним немножко вот с этими термальными источниками, где там в Крыму ты была, да, на Кавказе, там что? Там же тоже что-то подобное, там какие-то грязи, там черные реки, кисельные берега. Как там? Там же тоже все это... Я уже не помню, это было давно. И неправда. И неправда. Да. Ты веришь вот в эти все вещи, когда вот такая розовая вода или красная? Целебная розовая вода. А на запах что тебе напоминает? Не знаю, чем пахнет. Это не коровье вот это вот? Нет. Кизяки или как? Нет. Какой-то вот идет запах, а какой я не пойму. Запах идет, явно идет. Да. Особенно в термальных, там, в бане в этой. Какой-то чем-то отдает, вот чем-то. Наверняка есть те, которые опасаются вот таких вещей, знаешь, потому что это, получается, выходит из земли. Смотри, она на вкус еще солененькая такая. Она соленая, она очень соленая. Да, это как будто морская вода, это же не пресная вода. Я вчера царапалась, вот посмотрим, сегодня пройдет царапина моя. Ты еще не только оцарапалась, ты еще и сидела на велосипеде, и там, ты говоришь, уже там шишка набилась. Жопа. Зачем жопку, попку? Попка пройдет от сидения велосипедного. А рыба здесь водится, интересно? Нет, конечно. Самое приятное, что здесь, когда ты заходишь в воду, ты идешь по этим камушкам, понимаешь? Это как Измир, массаж. как вот это вот западная Турция, да. И, во-первых, ты делаешь какой-то некий массаж, да, и приятно. Ты, то есть, не заходишь вот как с адской болью, когда там режешь по себе всю камням, ступню, блин. да, по пятке, по камням. А здесь галька какая-то. Вот, так что надо еще будет сходить обязательно пообедать. И... В общем, можно намазаться кремом. Надо обязательно мазаться кремом. Куда сейчас? Ты пришла, ты не намазалась, а надо. Это очень важно, потому что ты сгоришь. Нет, я пришла лечиться, а не крем. Ты пришла лечиться, но солнце светит яркое. Это очень Я важно. не на солнце. Ты на солнце, на открытом солнце сейчас. Оно тебя... Я сейчас в воде сижу. Вот пускай, если люди будут смотреть, кто специалисты, напишут. Пусть напишут. Если вот ты сидишь вот так вот на открытом солнце, но в лечебной на воде, открытом, да. ты не сгоришь или ты я все в равно воде можешь сгореть? сижу. Я в Опасно, воде. опасно. Надо обязательно мазаться кремами. Если я буду лежать, то я намажу. Хорошо. Ну все, до встречи на кухне. Да.